Своевременно обнаружили и потушили. Так вкратце можно охарактеризовать прошедший сезон. Регионы, в которых количество пожаров не доходит до 200, обладают низкой горимостью. В Коми их количество на сегодняшний день насчитывает менее 100. Однако в сравнении с прошлым годом цифра все же выросла в несколько раз. Виной тому, как правило, служат грозы, ну и, конечно же, сам человек. Контролирует обстановку и анализирует ситуацию специальная диспетчерская служба. Тут же в режиме реального времени наблюдают за ситуацией через камеры. Сбор информации по лесопожарной обстановке, по метеообстановке, по наличию лесопожарных сил, по лесным пожарам, по работе воздушных судов, обобщение информации, анализ информации, выработка решений, доведение этих решений до подразделений, контроль за исполнением, сбор информации, формирование отчетов и доведение отчетов до уполномоченных органов. Существует 5 способов тушения огня, потому и оборудование у пожарных самое разнообразное, начиная с костюмов и заканчивая снаряжением. Говорят, вес всего обмундирования килограмм так 50. Здесь и парашюты, и топоры с лопатами, опрыскиватели и многое другое. Ранцевый лесной опрыскиватель. В деталях не буду объяснять, что он себя представляет. Резервуар и насос двухстороннего действия. В зависимости от того, какая струя нужна, мы поворачиваем фиксатор в том или ином направлении. То есть струя или концентрированная, или компактная. Разнообразие в спецтехнике только за последние 2 года на закупку ушло около 148 миллионов рублей. Это пожарные автомобили, моторные лодки и катера для доставки команд к местам тушения пожара. Особого внимания заслуживают вездеходы «Трекал». У таких машин повышенная проходимость препятствий. За 2019 год, за 2020 год уже приобретено техники на 148 миллионов рублей. Это здесь, в Республике Коми, в лесопожарном центре все это находится. 51 единица техники приобретена и около 150 единиц еще оборудования дополнительно. Иными словами, техника в избытке, а вот кадров порой не хватает, отмечает директор Коми регионального лесопожарного центра. Сейчас в учреждении ищут новых специалистов. Все они пройдут специальное обучение. Алексей Корчма, Виктория Денисова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.